Жители поселка Айхал Мирнинского района, как и все население республики, готовятся к единому дню голосования 14 сентября. Всего в этот день на территории поселения будет действовать 5 избирательных участков. Тему продолжит наша коллега Оксана Мезенцева. 14 сентября жителям Айхала предстоит выбирать не только главу республики. Состоятся также дополнительные выборы депутата в Айхальский поселковый совет по Алмазнинскому округу номер 12. Голосование будет проходить в границах юбилейнинского участка, который находится в местной 23-й школе. В голосовании примут участие жители улиц Бойко и Алмазной. Сегодня на избирательных участках Айхала продолжается досрочное голосование. На сегодняшний день досрочно проголосовало 68 человек. Для избирателей, которые по уважительным причинам – отпуск, командировка, режим трудовой либо учебной деятельности – не смогут проголосовать 14 сентября на своем избирательном участке, предусмотрено досрочное голосование с 14 до 20 часов в будние дни и 13 сентября с 12 до 16 часов. В день голосования на Алмазнинском избирательном участке номер 316, который расположен в Центре дополнительного образования детей, право отдать свой голос за того или иного кандидата получат и те жители поселка, которые имеют прописку на территории иного населенного пункта Республики Саха. Посредством тайного голосования глава Якутии будет избран сроком на 5 лет. Осуществить свое право избирателя может каждый айхалец, отдав голос в пользу достойного кандидата. Знают ли жители поселка о предстоящих выборах и придут ли на избирательные участки? Пойду однозначно. Наверное, каждый гражданин Российской Федерации, ответственный человек за судьбу своей республики и России, должен использовать свое право выбора и отдать свой голос. Я считаю, что нет, наверное, равнодушных людей, которые бы не переживали за свою страну, за свою республику. Надеемся, что будет еще лучше, чем есть. Поэтому это обязательно я сделаю, конечно, и вся моя семья. По традиции, в день голосования для избирателей, которые не смогут самостоятельно прибыть в помещение для голосования, будет предоставлена возможность отдать свой голос вне помещения участковой избирательной комиссии, но по предварительной заявке. Хотелось бы пригласить всех айхальцев на избирательные участки 14 сентября для того, чтобы отдать свой голос в пользу того, кто сможет сделать для людей республики больше конкретных дел. Оксана Мезенцева, Андрей Шаповалов, телерадиокомпания «Алмазный край».